Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Триколор как символ обретения нового пути и принятия многовековой истории великой державы. День российского флага отмечается сегодня. Обновленный пакет северных льгот планируют подготовить до конца года. Какие якутские решения могут подхватить федеральные власти? И жаркая пора для аграриев республики. В Якутии начался сбор урожая. День государственного флага России отмечается сегодня. Праздник учрежден в 1994 году по указу президента страны. Исторически российским флагом считается бело-сине-красное полотнище, которое подняли на первом русском корабле «Орел». Произошло это во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году. Советская Россия в 1918 отказалась от трехцветного флага и заменила его красным знаменем. Во время событий августа 1991 в Москве над Белым домом был поднят исторический триколор. В том же году флаг был утвержден съездом народных депутатов. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей республики с праздником, отметив, что установление триколора одним из государственных символов современной России стало свидетельством обретения нового пути развития. Вместе с тем, ответственного и достойного принятия многовековой истории великой державы. Пусть наша страна уверенно идет по пути динамичного развития, счастья и благополучия каждого россиянина будут незыблемыми приоритетами в реализации государственных целей и задач. Пусть над мирным небом гордо реет государственный флаг Российской Федерации, говорится в поздравлении главы региона. Всюду жизнь привольна и широка, точно Волга полная течет. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Над страной весенний ветер веет, с каждым днем все радостнее жить. И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. От Москвы до окраин, от южных гор до северных морей человек проходит, как хозяин необъятных родины своей. Разноцветный флаг России, белый, синий, красный цвет. Самый для меня красивый, краше в мире флага нет. Честь и правда в этом флаге, кровь, пролитая в бою, смелость, доблесть и отвага, вера в родину мою. За минувшие сутки в республике выявили 47 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова сегодня на брифинге об эпидситуации. Так, 23 случая зафиксировали в Якутске, в Мирнинском районе 4 заболевших. В Алданском и Нюрбинском улусах по 3 новых случая. В Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Нерюнгринском районах зафиксировали по 2 заболевших. И по одному в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Ленском, Оленёкском, Татнинском, Хангаласском, Чурапчинском районах. Все их ближайшие контакты выявлены и изолированы. Кроме того, Елена Борисова рассказала о массовой вакцинации населения от ОРВИ и гриппа в Якутии. Она начнется с 27 августа. Также на следующей неделе в детских садах региона стартует программа профилактического осмотра. Я хочу сказать, что мы не требуем справки для поступления ни в первый класс, ни в детский садик. Сегодня медицинскими организациями подготовлен проект по профилактическим медицинским осмотрам, который уже начинает стартовать со следующей недели в детских садах. То есть непосредственно мы будем приглашать деток туда по очереди с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. А первоклассников мы начнем проводить медосмотр с 1 сентября. Всего планируется в течение года провести без привлечения в медицинские организации непосредственно на местах всех детей, всех возрастов в школах и в садах. Выплаты на покупку жилья получат якутяне, которые проживают на постоянной основе в помещениях, непригодных для жизни. Вышло соответствующее постановление правительства республики. Оно нацелено на оказание господдержки тем гражданам, которые трудились на промышленных предприятиях республики в советский период. Сейчас в Якутии идет работа по выявлению семей, до сих пор на постоянной основе проживающих в блок-контейнерах, строительных вагончиках, балках и бараках, говорится в сообщении Минстроя.
Средства, полученные в виде социальной выплаты, эти семьи смогут направить на приобретение жилья, уплату первоначального взноса по ипотечному кредиту или оплатить договор участия в долевом строительстве. Обновленный пакет северных льгот планируется подготовить до конца года. Об этом сообщили представители агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Новые меры поддержки смогут помочь оставаться специалистам на местах, а также привлечь в регион новых людей. Какие якутские решения могут подхватить федеральные власти? Об этом в материале Максима Кардозу. Ни для кого не секрет, что в Арктике дефицит квалифицированных кадров и не хватает не только учителей или врачей, необходимы специалисты и рабочих профессий. Эксперты предлагают мотивировать молодых людей оставаться на местах или переехать в Арктику целым пакетом новых мер поддержки. Специалисты представят его в октябре главе Минвостокразвития. В него войдут успешные проекты, предложенные регионами. Есть в этом списке и якутские программы. Якутия, да? Опять же, вот программа «Молодой оленевод», да? То есть она, это дает 1 000 000 рублей на жилье молодым людям до 35 лет. То есть это опять привлекает людей для работы в этой сфере, да, то есть чтобы коренные народы севера занимались вот своим традиционным видом деятельности. Привлечь новых жителей в Арктику могут традиционно высокие зарплаты, но сегодня этого недостаточно. Нужны и достойные условия жизни. Это развитая инфраструктура, комфортная среда. Причем нужно строить жилые дома и общественные пространства с нуля по современным стандартам. Также важно обратить внимание и на гендерный подход. По мнению экспертов, о женщинах при планах освоения Арктики часто просто забывают. Если, допустим, приезжает на работу мужчины, то, естественно, что должны работу женщине тоже как-то обеспечить. Нельзя забывать о гендерном подходе. Как показывают зарубежные исследования, по России просто таких мало. Как правило, жить или не жить в Арктике принимает женщина. И в Гренландии, например, именно по этой причине в основном живут мужчины. Некоторые уезжают вслед за женщинами. Также эксперты отмечают, о программах поддержки на севере нужно грамотно рассказывать людям. Например, многие иронизируют над арктическим гектаром, мол, что делать с куском земли в тундре? Но ведь Арктика большая и разная, и вариантов для жизни или бизнеса там тоже очень много. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва, Якутск. Представители Управления архитектуры и строительства при главе Якутии в очередной раз проверили ход реконструкции центрального сквера в Алдане. Реализация проекта растянулась на 2 года. Удастся ли принять сквер в эксплуатацию на этот раз, выяснял Руслан Павлов. Второй год подряд со своей задачей не может справиться подрядчик, взявший на себя обязательства по реконструкции центрального сквера в Алдане, который попал в федеральную программу благоустройства «Комфортная среда». Работы должны были завершиться еще прошлой осенью, но помешал выпавший снег. В этом году коррективу в стройку внес коронавирус. Поэтому строители не смогли продолжить работы вовремя. Проект затянулся еще и по причине постоянных доработок в процессе исполнения. Вот, например, плитка, которые недавно сделали, ступеньки, там есть замечания. Вот рядышком скамейки тоже качество очень плохое. И урны тоже. По чаше фонтана? По чаше фонтана пока нормально, еще не доделали. Недоработка будут за счет подрядчика исправляться. Это не будет дополнительно. Наоборот, можем штрафные санкции уже будут. Администрация города отказывается принимать работы даже частично, потому что к подрядчику больше вопросов, чем ответов на них. Да и качество работ под сомнением. Работы ведутся, во-первых, с отставанием, причем должны были сдать объект в прошлом году. Но сейчас, со слов подрядчика, во всяком случае, они находятся на стадии завершения работ, но есть ряд недочетов, которые необходимо в срочном порядке устранить. Ну и надеемся, что все-таки в этом году данный сквер будет сдан, ну и народ порадуется. За ходом реконструкции следят представители заказчика, Управления архитектуры и строительства при главе республики. Его представители неоднократно приезжали проконтролировать процесс, но даже они сегодня пожимают плечами при упоминании сроков сдачи сквера в эксплуатацию. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан.
Пришла пора сбора урожая в Якутии. В Алекминском районе в компании «Кладовая Алекма» идет уборка зерновых. На поля вышли комбайны, сейчас начали убирать и ячмень. В этом году урожай пока радует, но, как говорят сами труженики, окончательную оценку ставить пока рано. Главное, чтобы не подвела погода. Техника и люди работают с настроем убрать все в срок. Так, в этом году у нас благодаря погоде и труду наших работников урожай, можно сказать, удался. Хороший урожай, да, вот. Тем временем на полях совхоза «Новый» в Мирнинском районе убирают однолетние культуры. О том, как идет работа и насколько урожайным выдался этот год, узнавали наши коллеги. Небольшая проверка техники, и комбайнер Геннадий Пещаев вновь готов к работе. Во время сбора урожая важна каждая минута. Погода позволяет, это хорошо. Предугадать сложно, за какое время. Будем стараться быстрее закончить. В этом году уборку однолетних культур начали в середине августа. Весь урожай пойдет на корм крупного рогатого скота. Еще до посева учитывался состав зеленой массы. Отбирались злаковые, зерно-бобовые культуры, которые благоприятно влияют друг на друга и повышают общую урожайность. Когда мы сеем культуры в смеси, они повышают питательность корма, то есть дополняют друг друга. Там в горохе у нас, допустим, повышенное количество белковых компонентов. Вот, во все экстрактивных азотистых веществ большее количество. Подсолнечник нам дает зеленую массу в большом количестве. В этом году урожайность хорошая, говорят аграрии. Только на верхних полях с каждого гектара собрали 17 тонн технических культур. На сегодня отработано больше 20 гектар. Это лишь малая часть запланированного. Еще 161 гектар на 21-м поле. Это нам надо убрать. Урожайность там тоже хорошая, мы вчера проездили. С Якутска агроном нам на помощь приехал. Не так давно совхоз «Новый» начал работать в составе акционерного общества «Сахаплемобъединение». Сотрудники получают консультации по сельскохозяйственным работам от финансовой агропромышленной компании «Туймада». Предприятие работает в том же режиме, в котором работало, ничего не изменилось. Производство есть, молоко-молочная продукция продается. Ну и, естественно, для того, чтобы также и продолжать дальше, у нас и посевная, и уборочная на сегодня идут в штатном режиме с хорошими показателями. В плане предприятия заготовить около 2000 тонн силоса и более 1000 тонн сена. Лишь бы погода позволила. Иванна Филиппова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.